Доброе утро, дорогие телезрители. В эфире главного национального приподнимается. Вы просыпаетесь за завтраком уже, скорее всего, и готовитесь к работе. Что ж, и у нас сейчас экспресс-гость. Наш ведущий Иван Луцкан стал победителем в конкурсе «Лидеры России», и мы сейчас напрямую с ним поговорим. Иван, доброе утро. Привет, Максим. Республики Саха-Якутия. Встретиться дня на канале. Мгм. Ну что ж, расскажи немножко о конкурсе. Как же все начиналось? С чего все начиналось? Начало было в 2015 году, когда я принял решение принять участие в дистанционном этапе конкурса «Лидеры России». Это был этап из двух этапов тестирования специализированные. Это уже на знание истории, культуры, географии, литературы. Мгм. То есть блок знаний проверяют, потому что лидер должен показывать широкий кругозор. Ну, Если, эрудитом должен быть, да. да, если этот этап проходишь, далее у тебя еще тестирование на твой лидерский потенциал, то есть психологические тесты. Точно так же и проходишь и набираешь баллы. Мгм. Если баллов достаточно, то ты проходишь, соответственно, в региональный полуфинал. В данном случае их было по дальнего, один был по дальнего. Всего было подано более 220 тысяч заявок, и, соответственно, по Дальнему Востоку было отобрано 300 управленцев, которые прошли дистанционный этап. Далее, когда мы уже приехали во Владивосток, это был январь 2020 года, было контрольное тестирование. Вот, наверное, это один из таких этапов этого конкурса, который Мгм. вызвал для меня большее волнение даже, чем какой-либо, потому что, а вдруг вот ты где-то ошибешься на контрольном, вот Конечно. где-то какой-то момент, да, где-то ты этот балл не наберешь снова, да, потому что вопрос какой-то попадется сложный, и все, и получается, ты приехал, сдал, не сдал и уехал после тестирования уже контрольного, и вот мы начали битву за право выхода в суперфинал. В суперфинал выходило всего 30 человек с Дальневосточного федерального округа. И, конечно, накал страстей был очень серьезный. Признаюсь честно, что когда вот первый раз там сел за стол с командой, и вот мы только начали играть, у меня как-то настроение немного ухудшилось, потому что все кричат, что-то пытаются Ага. доказать. Кто-то Нету связи, да, получается, между? Да, потому что никто же не понимает, что кто что оценивает и пытается задачи на время. И там смотрят, как ты себя проявляешь, как ты умеешь договариваться, как ты уважаешь друг друга, как ты работаешь на результат. То есть вот оценки. И вот по результатам вот этой битвы я занял 11 место в Дальневосточном Мгм. федеральном округе. Вот что хорошо, что приходят отчеты Мгм. о том, как ты выступал, где, по каким компетенциям ты какие баллы получил и что тебе рекомендовано сделать, чтобы улучшить эти компетенции. Вот. Ага, Ну а Ваня, далее уже должен был быть да. финал в марте в Сочи, но пандемия внесла свои коррективы, и вот финал состоялся вот 2 дня тому назад, Ага. 6-7 числа, на базе мастерской «Синеш», это в Солнечногорске, Московская область. 300 лучших управленцев со всей страны. Мгм. И, это, конечно, был накал страсти. Но когда у тебя за столом там сидят руководители Сбербанка, там вице-президент Сбербанка или там руководитель РЖД, крупных компаний, Мгм. конечно, тяжеловато. Ну вот, ну, в любом случае ты стал победителем. Мы тебя поздравляем. Во-первых, Иван, Спасибо. еще раз хотели бы отметить, что вы стали главврачом Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. С этим тоже поздравляем. С победой поздравляем. Также Ваню мы знаем как нашего любимого, также ведущего, моего соведущего. Ваня, еще раз поздравляем со всеми победами. Желаем еще больших успехов. Отличного дня. Спасибо. Пока. Пока. Поэтому от Москвы большой привет. Скоро увидимся в Якутске. Хорошего Мгм. всем утра. Что ж, и далее мы бы хотели, конечно же, сегодня рассказать вам, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные Улусы +4, +6, днем +16 градусов. Заречье +5, +9, днем +16, +17. Южные Улусы +4, +6, днем +15, +17.
Вилюйские улусы плюс 4, плюс 6, днем плюс 16, плюс 17. Нижнеленские улусы плюс 3, плюс 5, днем плюс 15 градусов. Западные улусы плюс 5, плюс 11, днем плюс 12, плюс 18. Колымо-Индигирские улусы плюс 3, плюс 7, днем плюс 5, плюс 12. Янские улусы сегодня 0 градусов и плюс 7. Днем плюс 8, плюс 11. Северо-западные улусы плюс 4, плюс 6, днем плюс 12, плюс 13. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха плюс 2 градуса. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается плюс 17, плюс 18 градусов. Что ж, наш эфир сегодня в ускоренном моменте идет дальше. И у нас следующий гость на тему «Новая услуга в оздоровительном комплексе Детокс». Программа. И у нас в гостях Анна Андреева, генеральный директор медицинской клиники «Благомед». Доброе утро. Доброе утро, Максим. Спасибо, что пригласили меня с темой здоровья. Мгм. Я являюсь директором клиники «Благомед», где предлагаются услуги медосмотров, консультаций специалистов. С конца 2019 года мы открыли филиал, оздоровительный комплекс на Сергеляском шоссе, где предлагаются услуги семейного отдыха. Мгм. Ну вот мы узнали совсем недавно, что в оздоровительном комплексе, да, и появилась новая услуга. Расскажите немного подробнее об этом. Прежде чем я расскажу, задумайтесь, пожалуйста, какой ведете вы образ жизни. Мгм. Если у вас избыточный вес, если такие заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, если у вас приступ аллергии. Мгм. Ну да, кстати говоря, про аллергию, да, вот совсем недавно я сходил, да, сдал анализы, и оказывается, я аллергик. Я об этом совсем не знал, но мучился от чихания. И знаете, это очень опасно как раз-таки в наше, да, время, когда бушует коронавирус, и ты такой чихаешь, и все такие коллеги смотрят на тебя и недопонимают, что происходит. А самому стыдно и непонятно, из-за чего это происходит. Что ж, немножко поподробнее о комплексе, да, какая новая функция, что дает посещение, и это, ну, новый комплекс вот этот. Ну да, по идее наш организм устроен так, чтобы самому самоочищаться, то есть избавляться от ненужного вещества. Но Мгм. порой часто бывает, что нашему организму собственных ресурсов не хватает. И вот тогда приходит такая на помощь программа, как детокс-программа. Мгм. Мгм. С помощью этой детокс-программы мы помогаем своему организму начать перестраиваться, самоочищаться, то есть является пусковым механизмом. Мгм. С помощью нашей программы, во-первых, вы можете, да, пройти у себя дома, Мгм. начать принимать детокс-коктейли, сейчас их очень много продается в интернетах, начать правильное питание перейти, но это очень трудно. Я Мгм. скажу по своему опыту. Также вы можете начать заняться спортом. Мгм. Но как бы это бывает частичные программы, или обычно люди делают. А с помощью нашей программы это будет комплексно. Во-первых, вас осмотрит врач, который полностью осмотрит рекомендации по вашим жалобам. Если есть необходимость, назначит анализы, обследование, даст рекомендации по питанию. Мгм. В нашу программу также входит очищение крови от токсинов и шлаков, детокс-массаж. Детокс-массаж, он помогает начать налаживать работу лимфатической системы. Это очищение, ну, это основная функция нашего организма, самоочищение, это Конечно, лимфатическая да. система. Это регенерация получается. Да, регенерация организма. Галокамера – это атмосфера морского воздуха. Все почему-то во время своего отпуска хотят помогать самоочищению организма, дыхательную систему очищает Да, 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 да. от вредных. Полезно для легких, да, получается. Мы же все знаем, что даже Да, есть такие обновляет слухи, да. кожу, снимает вот ороговевший покров, Мгм. верхний Мгм. слой. Да, конечно.
Также будут услуги сауны или кедровой бочки, это уже на выбор. Мгм. Все знают, что пара скрывает и очищает поры. Только, наверное, не знают, что кедр обладает антибактериальным действием за счет фитонцидов, за счет натуральных масел, кислот, обладает таким свойством мягкий пилинг кожи, без Мгм. механического воздействия на кожу. Анна, скажите, ну то есть вообще на самом деле начать правильно питаться, заниматься спортом, это все-таки мало для того, чтобы достигнуть своих целей? Скорее всего, Ну лучше да. к этому вопросу относиться комплексно, да? Сходить Да. в ваш комплекс, получается, да, получить программу Detox, допустим, да? За какое время? Ну, конечно же, понятное дело, что в зависимости от проблемы время курсов становится короче или длиннее, да, скорее всего, у вас? Да, зависит от того, какой образ жизни ведете, Мгм. чем вы питаетесь, хронические заболевания, насколько они запущены Мгм. в вашем организме, и насколько вы настроены перестроиться. Ну, С помощью нашей программы вам станет легче осознанно перестроиться. Мгм. То Ну, есть, да, я думаю, что это... вот эти 3 дня, они будут пусковым механизмом. Мгм. Мгм. Скажите, где находится этот комплекс, чтобы люди знали, куда ехать за суперпрограммой Detox? Наш комплекс находится по адресу Сергеевское шоссе, 4-й километр, 51-й дом. Мгм. Можете записаться по телефону Мгм. Мгм. Хорошо. или в инстаграм-странице. Ага. Да, обязательно, наши дорогие телезрители, посетите Инстаграм, получается, Благомеда, да, и там обязательно вы найдете всю информацию для того, чтобы посетить этот замечательный комплекс и получить эту программу Detox. Анна, большое спасибо вам за подключение. Спасибо вам. До свидания. Что же делали знаменитости нашей республики во время пандемии? Как, например, Петр Говоров, бывший наш коллега, да, похудел аж на 27 килограммов, занимаясь спортом. Актер Дмитрий Трофимов читает много книг и перечитал всю российскую литературу. И актер, точнее, Русского драматического театра Дмитрий Юрченко начал снимать кино. Давайте посмотрим об этом. Холодный ум и горячее сердце помогает ему решать проблемы, которых на его пути домой выпадет очень много. Батя знает, что его ждут сын и собака Тузик, поэтому батя, несмотря ни на что, вернется домой. «Батя» — это первый в Якутске интерактивный сериал. И его интерактивность заключается в том, что на ход событий могут влиять сами зрители. После каждой серии я задаю какой-то вопрос: ребят, что вы порекомендуете, как двигаться персонажу дальше? И они говорят, там, остаться в доме, или пусть персонаж идет дальше, там, повернуть налево или повернуть направо. И сейчас вот в новой серии будет еще, бате будут какие-то загадки, квесты выпадать на жизни. На этом квесте будет заканчиваться серия, и зрители должны будут разгадать его для того, чтобы батя смог двигаться дальше по сюжету. Кстати, зрители также могут появиться в «Бате», получив небольшие роли или приняв участие в массовке. Мне даже некоторые жены отправляют фотографии своих мужей. Они намного старше меня, но они похожи на меня, ну вот отдаленно. И говорят, если вам нужен батя Бати сыграть, я вам с радостью отдам своего мужа, и он горит желанием. Красивый, галантный, с внешностью Джеймса Бонда, но с российской душой. Мечта каждой женщины на самом деле олицетворяет отца героя. И таким образом, пусть даже в шутливой форме, создатели сериала Дмитрий Юрченко и Сергей Цигейда показывают связь поколений. Ведь для каждого ребенка его отец – это супергерой. Игры кошки-мышки начались. Но у неизвестного не было шанса, потому что батя смотрел сериал.
Актеры не собираются останавливаться на 3-4 сериях и планируют снимать «Батю» весь год. И, кстати, Дмитрий обещает, что даже в минус 30 главный герой будет выглядеть так же великолепно в костюме и лакированных туфлях. Небольшие ролики, снятые на мобильный телефон, Дмитрий размещает в Инстаграме. И если вы мечтаете о профессии сценариста, но все еще не решаетесь, самое время подключиться к игре. Друзья, если вас заинтриговал наш рассказ и вам интересно узнать, о чем сериал «Батя», подписывайтесь на мою страницу в Инстаграм Димка Молодец, кончается на букву «С» английскую. Вот. И принимайте участие, давайте создавать этот сериал вместе, дружно. Хвастаться, я типа был режиссером или сценаристом этого сериала. Что ж, идем дальше. И у нас на подключении наш третий гость – это трехкратный чемпион России по кикбоксу Вадим Колтовской. Доброе утро. Угу. Тебя чуть-чуть не слышно. Еще раз поздоровайся, пожалуйста. Не слышно. Ага. Попробуй убрать... по-моему, ты просто выключил звук, Вадим. Ага. В скайпе. Да. Ага, не слышно, совсем не слышно. Еще раз попробуй. Вот совсем недавно прошел в России чемпионат кикбоксинга чемпионат России по кикбоксингу, да. И вот Вадим стал трехкратным, уже получается, да. Вадим является, молодым спортсменом, на самом деле, многообещающим. И сейчас я, скорее всего, с ним поговорю. Да, попробуй убрать, возможно, сейчас подключится. Ага. Не слышно, да, совсем? Ага, попробуйте-ка еще раз. Ага. В интернете вы уже, наверное, все наблюдали, да, как они буквально вчера приехали. Республиканская команда набрала, по-моему, где-то 6 или 7 медалей. Золотая медаль только у Вадима, а у остальных, конечно, по-моему, 3 бронзы и 2 серебра. Сейчас давайте немножко прервемся, так как у нас какие-то технические неполадки, мы обязательно с ним поговорим. Сейчас, на данное время, мы бы хотели вам показать... так, еще раз. Технические неполадки, Да, ничего страшного. Какие-то были. Угу. Вадим, поздравляю тебя с победой. Спасибо. Ты лицо нашей республики, да, ты доказал, что кикбокс у нас в республике развивается и развивается стабильно. Расскажи немного о чемпионате, где это проходило, сколько было наших участников, и поподробнее об этом. Всем доброе утро еще раз. Чемпионат России проводился в городе Ульяновск со 2 по 6 сентября. Угу. В целом команда выступила хорошо. Получается, завоевали все комплекты медалей. Получается, я стал чемпионом весовой категории 57 килограмм. А серебряную медаль завоевал Месников Аял. И бронзовую Петрова Юля, Виталий Филиппов и Васильев Петр. Угу. Также присоединяемся к поздравлениям тех, кто получили медаль. Расскажи немножко о соперниках, кто дал тебе бой. С кем было сложно? Скажем, в целом, в моей весовой категории были и чемпионы мира, чемпионы Европы, и представители тайского бокса. Угу. Получается, в полуфинале я боксировал с представителем Чеченской Республики. У меня с ним уже, это получается, 4-й бой. Угу. И 3-й раз я одерживаю над ним победу. Получается, убедительную в этот раз. Угу. И в финале я боксировал с представителем школы тайского бокса. Угу. Что на удивление, я, допустим, выиграл его именно в его же стиле, допустим, ударом в колено. Это прям супер. Считается, что да, в тайском боксе клинч имеет такой самый приоритетный. И он именно в кикбоксинге, для него было удивлением, то, что он именно проиграл. Именно в своем же поле, грубо говоря. Да, как-то так. Вадим, мы тебя еще раз поздравляем. Мы следим за Спасибо. твоими успехами. Я надеюсь, что тренировки не прекращаются, и у тебя есть еще больше и больше целей. Да, конечно. Это лишь был, можно сказать, генеральная репетиция перед следующим чемпионатом России, который должен пройти у нас в городе, в Якутске. Это в 2021 году. Угу. Да. И
И в следующем году уже должен быть чемпионат мира после России. В этом году Европа должна быть в декабре. Мгм. Вот, ну и будем следить, будет, не будет, ну, имеется Да, в виду вот конечно, с конечно. пандемией тоже. Обязательно будем следить. Я Да. призываю всех болеть за Вадима Колтовского, так как он является, можно сказать уже, нескромно даже сказать, флагманом нашей республики по кикбоксингу. Вадим, большое спасибо тебе за подключение. Спасибо. Что ж, идем дальше. И у нас мы бы хотели немножко показать такие, знаете, классные видео мы нашли. Ну, то есть это мой старый друг Андрей Игнатьев, который и путешественник и занимается именно авторскими трекингами. Вот мы бы хотели об этом показать немножко его видео. Мгм. Андрей Игнатьев, да, вы можете его найти в Инстаграме под ником Якут Игнат. Это человек, который путешествует по всему миру. Он начал свой путь с востока на запад. Сейчас он находится в Крыму, там делает свой пеший маршрут. Обязательно найдите его и посещайте. Именно он лазит по горам. Это супер интересно следить за ним. У него постоянный, очень активный канал в Инстаграме. Что ж, и у нас четвертое подключение в рубрике «Наши за границей». Мы сегодня будем разговаривать с девушкой Варварой Алексеевой, которая находится в Норвегии. Доброе утро. Всем доброе утро, good morning. Большой привет из Норвегии, из города Тромса. Из какого города? Из города Тромса, он находится на севере Норвегии, Мгм. то есть я живу в Арктике. Круто, это супер круто. Расскажи, пожалуйста, когда ты переехала, как это случилось, какие документы нужны были на этот момент? Все началось с того, что в 2010 году я поехала по обмену сюда, в университет Тромса, по программе «Север-Северу», «Норс-то-Норс». И в то же время я поступила на бакалавриат северных наук. Это дистанционная программа, тоже принадлежит этому университету. И таким образом я начала одновременно учиться в двух университетах. Я возвращалась сюда еще в 2014 году. Мгм. И в 2016, получается, 4 года назад я поступила на магистратуру полную. Чем тебя покорила Норвегия? Норвегия меня покорила красивой природой, фьордами. Здесь северное сияние, киты. Ага, супер. Да. Ну вот, сейчас ты, получается, работаешь советником по закупке и бухгалтерии Арктического университета. Расскажи, как ты туда попала? Да, я поступила на работу после окончания магистратуры. Да, прошла собеседование. Мгм. Мгм. Сначала я начала работать экономистом, но это была временная позиция, и Мгм. я начала работать с закупками и бухгалтерией. Мгм. А как тебе работается, как живется сейчас? Все хорошо, отлично, но у нас тоже коронавирус. Так Ну, это, что конечно, тоже, конечно. да, работали из дома, все было закрыто, но Мгм. потихоньку все восстанавливается, но боимся второй волны. Да. Кстати, о том, что ты дома. Расскажи немножко о ситуации по недвижимости. Сколько стоит недвижимость или аренда его? Ну, вообще, в целом, Норвегия — это очень дорогая страна. Мгм. Она находится, по-моему, на втором месте после Швейцарии по стоимости жизни. Мгм. Поэтому цены на недвижимость тоже очень высокие. Но самая дорогая недвижимость,
конечно, в Осло, в столице. Ну, а в городах поменьше чуть-чуть дешевле, но все равно очень дорого. Ну, зарплата, скорее всего, сопоставима. Скажи, у тебя есть что передать своим родным в Якутии? Да, передаю всем большой привет. Мгм. Маме, дедушке, моим друзьям, всем, кто Мгм. меня узнал, родственникам. Ну, отлично. Сейчас у нас ночь, но у вас утро. Да, у нас утро. Большое спасибо тебе за подключение. Желаем тебе приятных снов, Спасибо. успехов. Успехов, мы будем следить за тобой в Инстаграме. Спасибо. Что ж, и у нас время совсем осталось немножко. Я бы, пользуясь случаем, хотел бы поздравить свою дорогую Дашу с днем рождения. Дорогая Даша, я бы хотел сказать тебе, что я тебя сильно люблю. Я очень рад, что мы вместе, и ты меня радуешь каждый день. Вам, дорогие телезрители, желаю отличного дня. Пока-пока. Привет.